отстоять многочасовую очередь с 7 утра, чтобы получить доступ к терминалу по выдаче талонов. И то здесь также нужно, как мы видим, отстоять живую очередь. Такая ситуация образовалась у нас в отделении пенсионного фонда в городе Якутске. Информационное агентство ЕСЯ решило узнать, почему такая ситуация и почему люди должны стоять часами, чтобы получить услугу. С каждым часом наплыв посетителей растет в геометрической прогрессии. Каждый день люди выстраивают очереди, чтобы получить доступ к получению услуг по назначению или перерасчету пенсий, социальным выплатам, материнскому капиталу, СНИЛС и другим видам услуг. В день по каждому направлению выдается не больше 30 талонов. Вчера талоны кончились, где-то без 20 их начали выдавать, и они кончились где-то 34-м номером. 34 талона, представляете? И здесь огромная толпа народу. Самые первые занимают в 3 часа ночи и спят в машинах. Ну, с утра с 9 сидим, очередь медленно двигается. И вот 4-й человек только с нашего зашли. Как можно улучшить условия для того, чтобы люди приходили и быстро все оформляли, а не сидели вот как вы 3 часа? Не знаю, наверное, по времени надо как-то назначать. Или специалистов, чтобы побольше было. Да, постоянно, всегда в очереди, когда я прихожу. Меня это всегда удивляет. Вот полный зал. В пенсионном фонде можно получить более 19 видов услуг, включая выдачу единовременной выплаты в 20 тысяч рублей из материнского капитала. В вестибюле установлены компьютеры, где, заполнив необходимый бланк, можно оформить заявление на получение единовременной выплаты. Я принимаю заявление на единовременную выплату 20 тысяч. Примерно где-то 38-39 человек в день принимаю. А также получить справку о размере своей пенсии. Правда, модернизации это не назовешь, поскольку таких компьютеров всего 2, и каждому из них выстраивается своя отдельная очередь. Тут материнский капитал тоже в очереди с детьми приходит за несколько часов до обеда, и то не могут пройти. Талончиков никому не хватает абсолютно. А талоны оформляют? Да. Приходишь сюда без 15,7. И ты уже по списку записываешься сюда, чтобы получить талончик. И то бывает, что талонов вообще не хватает. Я в январе месяце пришла сюда, я попала только в марте месяце, чтобы оформить только инвалидность первично. И то выпросила талон. А так вообще талонов не хватает. И тут бедные старики и бабульки тут приезжают, сжатая отовсюду. Вот. Так что тут дурдом вообще полнейший. По словам руководства пенсионного фонда, в клиентской службе на сегодняшний день трудятся 12 консультантов из 20. Остальные кто в отпуске, кто на больничном. Чтобы не отрывать их от основной работы, к приему граждан в справочной службе привлекают специалистов из других отделов. Например, Евгения Атласова из отдела автоматизации. Вообще-то я специалист отдела автоматизации. У нас сейчас здесь в клиентской службе идет усиление, да? Из-за очередей? Да, из-за очередей. Вот вызывают специалистов из разных отделов, и сейчас очередь дошла до нашего отдела. Я здесь выдаю справки, также оформляю доставку пенсии, либо счет в банке, либо заменяю, ну и еще какие-нибудь различные вопросы. Сколько в день вы принимаете посетителей? Вот столько. Это вот те талоны. В управлении пенсионного фонда утверждают, что очереди были и будут всегда. Искоренить это сразу не получится. Ведь ежегодно количество пенсионеров только растет. В 2010 году их численность в Якутске составляла не больше 60 тысяч человек, а нынче их насчитывается более 67 тысяч. По словам руководителя управления пенсионного фонда в Якутске Юрия Михайлова, это и есть главная причина бесконечных очередей. Конечно, поток очень большой. Нужны дополнительные штатные единицы, но я и чувствую, что нужны дополнительные площади для приема такого количества клиентов. Некоторые изменения мы внесли в режиме работы. Сейчас несколько специалистов принимают выходные дни в субботу. Внедрили потоковый метод, то есть каждый специалист может принять по всем вопросам. Так, ну и, конечно, усилили заблаговременную работу с выходящими на пенсию. Ну, это, конечно, немножко разгрузит эту проблему. В скором времени просто так вопросы не решатся.
Казалось бы, в век информатизации получить некоторые виды услуг, как назначение пенсии и информацию о ее накопительной части, можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Однако не каждый пенсионер может похвастаться дипломом программиста, да и сам сайт нередко зависает. В ближайшее время для минимизации очередей Управление пенсионного фонда планирует увеличить штатную единицу консультантов еще на 4 человека. Также в скором времени в МФЦ появится услуга по предоставлению компенсации проезда для пенсионеров, вернувшихся с отпуска, и по обслуживанию клиентов, обратившихся за оформлением и использованием материнского капитала. Изменения будут введены с июля этого года. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, ЕСЯ.